Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В лаборатории республиканской больницы проводится около 2000 клинических исследований в день. Продолжается реализация проекта «Здоровье каждому ребенку» Республики Абхазия. Сухумский пирс планируется воссоздать в первозданном виде. Заседание градостроительного совета прошло в администрации города. Листок, на котором ты все еще есть. Первая персональная выставка художника от города Заре в Сухуми. Начнем с трагической вести. Наш соотечественник Абухбанар Тартурович, 2010 года рождения, который находился в международном центре «Артек», скончался в больнице города Евпатория, сообщила пресс-служба президента. По предварительной информации, смерть подростка наступила в результате осложнения от острой респираторной вирусной инфекции. Несмотря на все меры, предпринятые врачами, жизнь Нарта Абухба спасти не удалось. О случившемся немедленно был проинформирован президент Абхазии Бадра Гунба. Глава государства назвал смерть ребенка большой трагедией, выразил глубокие соболезнования родным и близким Нарта Абухба. Президент поручил премьер-министру Владимиру Делбову в взаимодействии с российской стороной координировать вопросы, связанные с доставкой тела скончавшегося ребенка на родину. Продолжаем выпуск. Указом президента Бадра Гунба в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Законом об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия по согласованию с Ачимчирским районным собранием Каци Алхас Зурабович назначен главой администрации Ачимчирского района. Ранее депутаты Ачимчирского районного собрания единогласно проголосовали за кандидатуру Алхаса Каци на пост главы администрации Ачимчирского района, представленную президентом Бадра Гунба. Председатель собрания Отгур Квициния поздравил избранного главу администрации, выразил готовность депутатов поддерживать его в важных для общества инициативах. Проект закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия обсудили на расширенном заседании парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В комитете подробно обсудили предложения, поступившие от Министерства финансов и торгово-промышленной палаты. Законопроект разработан в целях восполнения законодательного пробела в вопросах регулирования развития малого и среднего предпринимательства. Минтранс сообщил о запуске продаж авиабилетов в Абхазию. Прямые перелеты между Россией и Абхазией будут возобновлены 3 мая. На эту дату запланирован первый рейс авиакомпании ЮВТ «Аэро» из Москвы в Сухум, сообщается в телеграм-канале Минтранса Российской Федерации. По результатам работы, проведенной Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум, сообщается в телеграм-канале Минтранса. 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икара» из Нижнего Новгорода в Сухум. Продолжается реализация проекта «Здоровье каждому ребенку» Республики Абхазия, в рамках которой с февраля 2025 года профильными российскими специалистами 4 медицинских бригад было осмотрено уже более 16 тысяч детей. В рамках масштабной диспансеризации на территории Абхазии работают более 40 докторов из России, а также больше 60 абхазских специалистов, медсестры, специалисты лаборатории и поликлинического звена. Помимо осмотра проводятся и лабораторные клинические исследования. Именно в лаборатории довелось побывать нашей съемочной группе. Тему продолжит Рада Чачава. До конца мая по всей стране будут проводиться плановые осмотры детей. Их в республике около 42 тысяч. В рамках проекта «Здоровье каждому ребенку» Республики Абхазия. С февраля российские и абхазские медики совместными усилиями трудятся на благо здоровья подрастающего поколения. География гуманитарного проекта обширна. Пройдут осмотры во всех районах и городах Абхазии. Во время профмедосмотра на каждого ребенка выделяется порядка 30 минут.
минут. Происходит и забор крови и иных анализов. Все дальнейшие исследования проводятся 3 лабораториями на территории республики, в том числе общеклинические, биохимические и гормональные анализы. На базе нашей лаборатории по программе диспансеризации детей проводятся практически все виды исследования, которые необходимы на сегодняшний день в этой программе. Это общеклинические исследования крови, биохимические исследования крови. Весь материал, естественно, первично мы отрабатываем, все результаты выдаем уже на руки всем специалистам, которые проводят диспансеризацию. Биоматериал, по словам Виталия Джения, попадает в лабораторию обязательно промаркированным. А в случае, если кому-то из детишек в дальнейшем необходимы дополнительные исследования, он передается на последующие этапы в замороженном состоянии. В этот процесс вовлечены не только наш стационар республиканской больницы, да, вот и это Гудаутская районная больница, которая тоже вовлечена в эту работу, и НИИ экспериментальной патологии и терапии. То есть все виды исследования, клинические исследования, необходимые для дополнительного исследования пациентов, детей по программе диспансеризации, проводятся на базе наших медицинских учреждений. Рутинная нагрузка на клинико-диагностическую лабораторию, как отметил Виталий Джения, стабильно высокая. Ведь в обязанности лаборатории входят также обследование стационарных пациентов, количество которых может доходить до 100-120 человек в день. С учетом программы диспансеризации суммарно в день в стенах лаборатории проводится около 2000 клинических исследований. В день по программе диспансеризации мы получаем биоматериал от 350 до 450, соответственно, если это разделять на виды исследований, это от 1200 видов исследований в день. На базе нашей больницы с этим объемом, с этой нагрузкой пока справляемся и будем дальше справляться, потому что у нас есть мощности, которые позволяют нам это делать. На сегодняшний день, когда профмедосмотр прошла уже треть детского населения, можно подводить первые предварительные итоги. Так, по словам Виталия Джения, состояние здоровья подрастающего поколения, согласно данным клинических исследований, не может не радовать, ведь серьезные патологии встречаются крайне редко. Чаще всего выявляются проблемы, можно сказать, с железодефицитной анемией, соответственно, это проблема, которая сопутствует в детском возрасте или же в подростковом возрасте. Дальше у нас возникают такие проблемы, как уже может быть диагностированный сахарный диабет, скажем, ранее детского возраста, да, вот, но не компенсированный. Дополнительно гормональные сдвиги в подростковом периоде, то есть в подростковом возрасте, когда уже на консультации это все проявляется, соответствующие гормональные виды исследований тоже дополнительно обследуются уже из имеющего биоматериала. Всеми необходимыми расходными материалами для наиболее безопасного и обширного исследования, подчеркнул Виталий Джения, лабораторию снабжает Минздрав Абхазии. Рада Чачава, Торника Амичба, Абаза ТВ. Началась выдача российских водительских удостоверений гражданам Республики Абхазия. Указом президента Российской Федерации от 1 апреля установлен упрощенный порядок получения российских водительских удостоверений гражданами Республики Абхазия. Выдача российского водительского удостоверения осуществляется бесплатно, без сдачи экзаменов и без предъявления медицинской справки на основании 3 документов: российского паспорта или вида на жительство, абхазского паспорта и действительного абхазского водительского удостоверения. При этом абхазское водительское удостоверение не сдается, а остается на руках его владельца. Выдача российских водительских удостоверений осуществляется непосредственно в Республике Абхазия на базе управления ГАИ в городе Сухум, где открыто временное подразделение, в котором прием граждан осуществляют сотрудники Госавтоинспекции МВД России. Приехали наши коллеги из Российской Федерации. Сегодня начали работу в тестовом режиме. На сегодняшний день присутствует, здесь 7 наших коллег Российской Федерации, которые представляют управление государственной автомобильной инспекции. Сегодня с 9 утра работа в тестовом режиме. Предварительно уже на сегодняшний день более 120 человек пришли и подали документы на обмен прав. В ближайшее время мы сегодня, завтра проработаем вопросы, те нюансы, недочеты, которые есть. С учетом этих всех вещей мы примем все необходимые изменения для того, чтобы наладить эту работу. В ближайшее время мы проведем всю необходимую информационную работу, чтобы довести до нашего населения
Предварительно график и режим работы это с вторника по субботу с 9 утра до 6 вечера. Значит, планируем внедрить необходимую предварительную запись наших граждан, максимально создать условия для того, чтобы люди не стояли в очередях. Нам необходимо сделать максимально, если это будет возможно, в районах, чтобы наши сотрудники имели возможность как-то работать с живой очередью и, соответственно, координировать людей, как этот весь процесс будет двигаться и все остальное. То есть нужно максимально сегодня обеспечить нужную информацию, чтобы человек, прибывший из района в город Сухум, имел полный пакет документов, чтобы он вторично сюда не ездил. И доложите, пожалуйста, как будет осуществляться вообще выдача? На основании российского паспорта, это может быть российский внутренний паспорт без прописки или с пропиской, или паспорт, загранпаспорт, плюс наш абхазский паспорт Российской Федерации. Или наш внутренний абхазский паспорт, и иметь при себе водительское удостоверение абхазского образца действующий. Количество людей мы ожидали, что будет большое, учитывая, что мы информацию только сегодня подаем. Мы ожидаем, что завтра, послезавтра количество... МВД провело рейды против продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия очень беспокоит сигнал от граждан о том, что подростки имеют свободный доступ к алкоголю и сигаретам. Именно поэтому уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли обратилась к руководству МВД с настоятельной рекомендацией пресечь и предупредить незаконную продажу этой продукции несовершеннолетним. Министерство внутренних дел оперативно отреагировало. По поручению министра Роберта Киут по всей республике прошли рейды. Участковые инспекторы по делам несовершеннолетних проверили торговые точки. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия благодарит МВД за сотрудничество и решительные действия. Сотрудники ГТК совместно с сотрудниками милиции СГБ выявили 41 аппарат для добычи криптовалют. К сети питания были подключены 24 устройства «Авалон». Аппараты располагались в подсобном нежилом помещении дома номер 96 по улице Имама Шамиля в Сухуме. Аппараты принадлежали гражданину Воуба. Аппараты изъяты, материалы дела направлены в отдел дознаний и таможенных расследований ГТК Абхазии. В Сухумском и Гулрыбском районах изъяли 38 майнинг-аппаратов, сообщили в МВД Абхазии. 12 у жителя Дранды Тимура Гопя, 10 у жителей села Баслата Николая Гюлемяна, 7 у жителей Нижней Ишеры Сергея Ичмеляна, 5 у жителей Нижней Ишеры Андроника Ичмеляна, 4 у жителей Нижней Ишеры Сергея Устяна. Все оборудование передано в Госстандарт Абхазии. Пирс на набережной Махаджиров восстановят в прежнем виде, а на доме Ингур-ГЭС по улице Когоне будет мурал по мотивам картины Леварс Будба. Такие решения приняли члены градостроительного совета, очередное заседание которого прошло в администрации города Сухум. Третий вопрос повестки о рассмотрении проектов реконструкции столичной набережной пришлось перенести, потому что обсуждение первых двух вопросов затянулось. Новый исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Тимур Агарба принял участие в заседании градостроительного совета. Основные вопросы повестки – реконструкция набережной и пирса, а также нанесение больших изображений, то есть муралов, на 10 фасадов многоэтажных домов в Сухуме. Все эти проекты реализуются при поддержке регионов Российской Федерации и находятся на личном контроле у исполняющего обязанности мэра столицы. Меня волнуют сейчас 3 вопроса. Это наш пирс, демонтажные работы на пирсе, ну и сама концепция строительства или реконструкции данного пирса. Значит, настенные муралы, которые будут 10 по-моему, муралов по всему городу, и реконструкция нашей набережной. Как вам известно, специалисты из Краснодарского края во главе с главным архитектором города Краснодар вчера посетили нас, мы с ними ходили и посмотрели пирс, и там разные, ну не разные, там 2 варианта вообще самого пирса у нас было под рукой. Это один вариант Камакаца, который подготовила, и второй вариант там управление горстройпроект, по-моему.
Ну, и мы хотели бы послушать ваше мнение. В любом случае, вчерашние варианты, они не окончательные. Нам надо с вами согласовать, я думаю, донести до общественности, в каком виде хотели бы мы видеть данный пирс. Говоря с той делегацией, которая у нас вчера была во главе с главным архитектором Краснодарского края, с инженерами, которые приехали, вот, они осмотрели пирс, но опять-таки только визуально, и пришли к выводу о том, что он аварийный, и восстанавливать там практически нечего. Да? Проводить реконструкцию по российскому законодательству. Реконструкция – это тогда, когда хотя бы 10% от существующего объекта сохраняется. В данном случае у нас сохранять практически нечего. Вопрос стоит в каком спектре? Восстанавливать или воссоздавать этот пирс в том историческом облике, в котором он существовал всегда, либо мы можем иметь возможность предложить новый пирс в новом его прочтении, сохранив его функционал. То есть это прогулочная зона с возможностью причаливания катеров или каких-то речных плавсредств небольших, как это раньше и было. Пирс на набережной Махаджиров уже много лет закрыт для посещения из-за аварийного состояния, но он внесен в список объектов историко-культурного наследия, и архитектурно-планировочное задание на проектирование должно быть согласовано методическим советом Госуправления охраны историко-культурного наследия. Мы по аналогии его, будем воспроизводить или с модификацией, учитывая то, что, скажем, в наше время город растет, изменения происходят. Но в рамках канона, в рамках допустимого, в рамках облика, какие-то моменты, если будут предприняты, какие-то штрихи, чтобы все-таки вновь воссоздаваемый был узнаваем. Поэтому максимально мы должны обращаться к прототипу и должны учесть по нашему законодательству. Вот последняя стадия, это с правом, это можно сделать без снятия с памятника. Если мы возобновляем, воссоздаем, воспроизводим, даже с некоторыми добавками мы можем оставить, только мы даем архитектурное задание после нашего научно-методического совета, и исходя из этого задания оно будет выполнено. Архитектор Кама Кация – автор одного из существующих проектов реконструкции пирса на набережной. Она выступает за новаторский подход. Изначально это был первый въезд в город со стороны моря. Сейчас это не первый и не единственный способ зайти в город. И мне бы, конечно, хотелось расширить функционал пирса и обогатить его. И, собственно, та старая концепция, о которой мы уже говорили, она была как раз про это. Если есть возможность диапазон пирса расширить, я бы расширила. Чтобы это был не просто какая-то пристань условная, а дополнительная точка притяжения для города, для прогулочной части его, для развлекательной его части. Их не так много у нас. То есть нам совершенно точно доминанта – это колоннада. Пристань должна быть скромная по своему вертикальному воплощению, только в горизонтальной реализации. Ну, я, по крайней мере, только так. Историк, общественный деятель Арда Иналыпа высказалась за строгое соблюдение юридических норм, касающихся объектов историко-культурного наследия. Будучи памятником архитектуры, он может быть только реставрирован, да, только восстановлен. Либо тогда его надо выносить, потому что если такой будет прецедент, что мы заново осмысляем, заново строим прекрасный новый объект на месте памятника. Значит, его надо выводить из этого. Если мы такой прецедент создаем, мы потом ничего не сохраним. Понимаете? То есть юридически здесь надо, мне кажется, очень аккуратно подойти к этому. Я совершенно не против того, чтобы это был какой-то... Ну, конечно, согласна, что обязательно должен быть вписан. Я вообще считаю, что как-то это не получилось, но вся набережная, эта белокаменная, абхазская, уникальная, которая делает уникальным наш город, она сама является памятником. И, конечно, от этого надо исходить. Но одновременно, оставляя этот объект в списке ИКН и что-то новое там строя, мне кажется, мы поставим себя в тупик в дальнейшем. Градостроительный совет проголосовал за максимальное сохранение прежнего внешнего вида и функции пирса на набережной и согласовал механизм формирования архитектурно-планировочного задания для коллег из Краснодара. Материалы и другие детали было решено обсудить, когда будет представлен проект.
Мы должны составить акт технического состояния, который будет говорить о том, что объект сохранить в том виде, в котором он есть, сейчас невозможно. Да? Для того, чтобы этот акт представить на методический совет, на методическом совете будет принято решение о временном, например, да, его снятия из доп. Списка памятников историков культуры. Да. Вот. Дальше мы составляем архитектурно-планировочное задание с сохранением функции данного пирса, с сохранением архитектурной доминанты колоннады по этому вопросу, с сохранением, скажем так, параметров этого объекта. И это будет прописано в проектном задании, которое мы представим вам точно так же на согласование. Второй вопрос повестки – утверждение изображений, которые будут нанесены на фасады 10 многоэтажных зданий в Сухуме. Проект восстановления фасадов реализуется при поддержке правительства Москвы, а идею нанесения муралов поддержал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. 10 поверхностей у нас, да, по городу Сухум, где дома определены, где должны быть нанесены эти муралы. Значит, наши коллеги из Российской Федерации сделали какие-то предложения. Ну, я думаю, что нам это надо посмотреть. Они нам не подходят, я тоже так считаю. Есть варианты, которые предложили наши художники. Я думаю, что это связано с нами, с нашей историей, с нашей самобытностью. Поэтому нам необходимо принять решение, какие рисунки будут нанесены на фасады наших домов. Члены градостроительного совета интересовались, по какому принципу выбраны дома и могут ли они изменить это решение. Например, не делать муралы на 4 многоэтажках при въезде в город, а выбрать другие дома. Меня как архитектора волнует вопрос в том, что муралами должны быть выполнены практически 4 здания, которые у нас при въезде в город по улице Эшба. Я понимаю, если там одно здание, может быть, какое-то было сделано, да? Но здесь предложение идет именно на все 4 9-этажных здания. Эта улица, она серьезно загружена крупноформатной рекламой, которой, в принципе, там быть не должно, да. То есть это настолько у нас, не знаю, извините за выражение, аджип-сандал, да, по этой улице. Если мы туда еще добавим вот такие вот кардинальные изменения архитектурного облика. На мой взгляд, здания должны быть чистыми, лаконично. Они выстроены, выкрашены. Вот, и все. Если она должна быть там, да, то это нужно менять вот эти изображения. Обсуждая эскизы для фасадов по улице Эшба, члены градостроительного совета высказались за менее пеструю палитру цветов. Само все кубическое, и туда вносить такую динамику в виде графики, это все в пространстве будет полный хаос. У нас есть описанные труды Елены Малик, где есть понятие абхазского спектра цветового. Это ментальный код наш, он формировался, исходя из каких-то красителей, которые здесь были. Да? Это можно и в музее посмотреть. Есть понятие абхазского спектра, цвета. И я думаю, что это тоже надо учитывать, потому что есть те, которые диссонируют сильно. На заседании присутствовали российские художники, авторы представленных эскизов и представители фестиваля уличного искусства «Новые формы», который курирует проект в Сухуме. Урбанист, архитектор Инна Барчин попросила рассказать о концепции их предложений, об идее и философии, которую авторы вкладывали в эти эскизы. Это у нас такой фестиваль. Мы стараемся максимально отстоять работу видения художников, чтобы его перенести на стену максимально без каких-то нанесений правил. Это у нас творческая работа, это у нас, в первую очередь, не какая-то заказушенная история. Я, разрабатывая эскиз, я хотел передать свое первое впечатление, да, что это дикая природа. Я хотел, вот у меня там буквально с конем, ну, грубо говоря, я это вижу. Там стоит дорожный знак, это просто такая маяк, обозначение, что как важно сохранить вот эту природу для будущих поколений, потому что сейчас у вас будет, я так подозреваю, какая-то урбанизация, но вот это вот ощущение дикой природы, мне оно очень цепляет за душу. Это мое такое видение. Чтобы не затягивать обсуждение, Тимур Агарба предложил сконцентрироваться на 2 объектах, которые уже подготовлены для нанесения муралов. Сейчас нам оперативно нужно принять решение по 2 фасадам. Это Агарба 9 и Когония, ну, дом Ингургесовский, значит. На Когоне от нас торцевая сторона, а на Агарба 9 4. Поэтому коллеги готовы принять к рассмотрению варианты, которые предложим мы, но какое-то решение надо принять для того, чтобы они приступили к работе уже
Они неделю тут находятся, и мы никак не можем никакие решения принять. Мурал для дома по улице Когония был выбран с учетом пожеланий жителей. Они просили, чтобы это была картина абхазского художника Леварсы Будба. Но выбранное полотно показалось жителям неподходящим по цветовой гамме, и поэтому было принято решение использовать похожую картину, но в более спокойных цветах. Дом в новом районе вызвал больше обсуждений, потому что там планируется нанесение муралов на всех 4 сторонах, и все эскизы разные по стилю и цвету, выполнены разными художниками. Члены градостроительного совета предложили изменить концепцию и сделать все эскизы на основе работ абхазских художников. У нас есть прекрасный выставочный зал, и галерея, которая сгорела. И мы думали объединить, допустим, если это количество 10, то это могут быть какие-то работы, да, как Леварсы Будба представлены, графику принесли вот сейчас прекрасную от города Дзярю. То есть мы можем представить такое, чтобы это было какое-то одно, хотя бы цельное стилистическое состояние, одна идея. Куратор фестиваля уличного искусства «Новые формы» Алексей Аникин подчеркнул, что готов работать с абхазскими коллегами и учесть все пожелания градостроительного совета в таком важном для города проекте. Несколько членов градсовета остались после заседания, чтобы согласовать с российскими художниками новые эскизы для дома по Агрба 9. Работа по нанесению муралов должна начаться в ближайшее время. Вопрос о реконструкции набережной был отложен до следующего заседания, которое состоится в пятницу, 18 апреля. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Тимур Гугухи, Абаза ТВ. Новости культуры. Президент Бадра Гунба подписал указ о присвоении Руслана Габле почетного звания «Заслуженный художник Республики Абхазия». Награда присуждена за выдающиеся заслуги в создании высокохудожественных произведений живописи, а также за вклад в подготовку и воспитание новых творческих кадров. Выставка картин Руслана Габли «Натюрморт и портрет. Цвет и натура» открылась в музее Банка Абхазии. На ней представлено более 20 картин художника. Выставка продлится до 25 апреля. Руслан Габли – художник, живописец, график и скульптор. Он является членом Союза художников Абхазии и России. Президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и руководитель администрации президента Беслан Эшба посетили персональную выставку художника Руслана Габли, развернутую в музее Банка денег. Ашук спиртак дзана шара цургукца ахупши имбадацис жибишсук так дзана арианты так дзана шара шнапызлака зарчара ус анкаладзамаст щеба сна афаза разнапала вакуум из ханкара нах плана хажла ребзидзны вдород зачезныги того хашас стахоп щебаза иха хадах кало ктара саста за сахатыха ариахец харагу ариахец харага япсопха изырпхадзе чараш коллега чара сахатыха бартаргуана гара хоккасе гацны асеп шоктара хадах кал дачызныги всех еще тамын шолара кчара дука того да закат дара сбугона хадай пасазым яха души дышамтак алош сбот хазига яхтахо хазибшиз абривиза тыгылазаша сдахкало зила халапа агухо ахаца яхабадахо уисара акалас шнахо ягудзу сас зигуржо абасиго яхачко агара апсна хахадос аншичо хазиги шузиги шуцнахо агирах цургохца хадисари Александр Золотинский па ебах бахат ашк шинчанца бри азауду ремонт хало убра артридги масло ю и ха масштаб бау шинчен ахсар сакона хаяна осиногала. Первая персональная выставка художника от города Дзяря прошла в Сухуми в частной галерее The Wall Gallery. Название выставки «Листок, на котором ты все еще есть». Это графические работы разных лет. Примечательно, что это первая персональная экспозиция как для видного художника, так и для нового арт-пространства столицы. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Это была такая третья синяя картинка, вот она должна была бы висеть вот здесь, например. Да, вот такая. И это немножко вот оно и по пятнам, вот оно завершало такой треугольник, который должен был как-то держать
Эта работа сейчас находится на реставрации, поэтому не попала на выставку. Первую персональную выставку от Гурадзадзария в Абхазии. Знаменитого абхазского художника, чьи картины выставляются в России и Европе, а также украшают множество частных коллекций. Так вышло, что на родине вернисаж, посвященный только его работам, случился в первый раз. Я в Москве первые такие персональные, это вот с Шазиной, мы в 2000 году первый раз сделали. И там на протяжении вот несколько раз были персональные. И, к сожалению, вот, как сказать, ее преждевременный уход, он как-то... Я не очень стремился, а очень хотела здесь сделать. Но это надо было вести все работы, это технически все не очень просто было сделать. Все экспонаты выставки – графические работы разных лет, самых сложных лет. Какие-то из них написаны в предвоенный период, другие – спустя 30 лет в пандемию. Это какие-то фрагменты из каких-то серий, какие-то из них. Какие-то вот в ковид, когда сидел там и просто из подручного самого такого материала все делалось. Поэтому здесь очень разрозненно, но все оно вот, наверное, чем-то пронизано в общем. Ну, во-первых, все равно это я делал, так или иначе. Как говорит художник, он долго искал свою форму в живописи. Учился, овладевал новой техникой и пришел-таки к графике, как к самому выразительному для себя способу для художественного осмысления и изложения реальности. Когда отматываешь назад, понимаешь, что эти 40 лет, они какие-то были там невероятные вообще. Развал огромной страны. Это психологически все это очень сложно. И я там настраивался на одно. Я поехал специально, изучал технику афорта. Мне очень хотелось... Это же мышление, да, и вот ты чувствуешь, что тебе не хватает вот этого языка. Я специально выучил этот язык. Я приехал, я стал здесь какую-то там у себя афортную мастерскую, потому что база, требуется база. Вот есть такие формы искусства, которые требуют вот материально-технической базы. Вот я приехал, я только это все как-то наладил. И даже я тогда вот на контрасте каком-то, когда все эти митинги шли, я делал очень тонкие какие-то, не знаю, такие реминисценции возникали, средневековые, там какие-то дамы и так далее. Это, видимо, вот как-то уравновешивал психологически. Я сидел и под лупой просто я вот эти афорты делал. Частная галерея, где посетители смогут ознакомиться с творчеством абхазских художников, приобрести понравившиеся работы и просто приятно провести время, детище Ольги Ирозян. Около года она вынашивала идею создания такого пространства. И вот уже 4 месяца галерея довольно успешно работает. Не было какой-то мечты именно всегда открыть галерею, но это как-то это собиралось все в течение моей жизни, оно как-то все организовывалось, потому что знала много художников, у нас они талантливые, прекрасные художники, у нас не так много. Еще, конечно, это событие с нашей галереей, это уже не давало выхода, что-то не делать, то есть это нужно было просто сделать. Оно все организовывалось, наверное, несколько лет у меня в голове, и вот в этом году это просто получилось сделать. Подобных мест в Абхазии до последнего времени не было. Но, вероятно, трагедия, случившаяся с государственным выставочным залом, когда большая часть коллекции сгорела в пожаре, стала импульсом для создания частных галерей, необходимых для развития искусства в любой стране. Это очень важное пространство для Сухума. У нас не было никогда аналогичных пространств, галерей, выставочных залов. И я думаю, что для любого человека созерцающего возможность понять современный художественный контекст Абхазии и Сухума – это большой подарок. Выставка графики от Гурадзадзария стала первой для частной галереи, и это очень высокая планка. Но, как говорит ее основательница, в планах держать уровень, тем более, что в Абхазии есть художники мирового масштаба. А работы, выставленные сейчас, можно посмотреть и приобрести до 25 апреля. Мариана Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. «Край ночи» – документальное кино российского режиссера Андрея Натацинского об энергокризисе в Абхазии. В 2020 году ученик Александра Сокурова приехал в нашу страну туристом и столкнулся с верными отключениями, а позже решил исследовать их причину – майнинг, криптовалюты, жизнь людей на фоне вынужденной тьмы. Элеонора Гилаян пообщалась с режиссером, а также автором идеи Ниной Эшсау.
2020 год. Абхазия. Верное отключение электричества. Рейды по майнинг-фермам и жизнь без света в холод. Именно в этот период в Сухум приезжает тогда еще студент, режиссер петербургской мастерской Александра Сакурова Андрей Натацинский. Андрей приезжает по приглашению своей подруги Нины Начкебия-Ешсау. Когда он доезжает до центра города, по графику отключается свет. По сути, так и родилась идея фильма. Приехала я в 7 вечера на центральный вокзал, на маршрутке с границы. И сначала мне показалось, что какая-то ошибка, что это не может быть центр города, потому что все было темно. Я просто ничего не видел. Там буквально горели только фары машин. Вот. И меня встретила Нина, оказалось, что нет, все верно, все так оно и есть. Но мне стало интересно, собственно, что происходит. Довольно быстро мне рассказали всю историю, связанную с майнингом. И меня это поразило. Я совершенно был не в курсе, что это вообще за феномен, что это за явление. Вот. И, в общем, моментально понял, когда уже рассвело утром, я посмотрел город, я понял, что надо снимать кино. И через 2 или 3 дня уже приехал оператор, мы начали, в общем, такой интуитивный поиск темы, материала. Интуитивный поиск привел к большой киноэкспедиции. Документалисты объехали почти всю республику, спускались с турбины Залын-Гургэс, поднимались на озеро Рица, исследовали Акармару, Новый Афон и, конечно, Сухум. Все герои – жители нашей страны. От водителя троллейбуса, который вообще не понимает, что такое криптовалюта, до непосредственно майнера. Я совершенно случайно встретил человека на улицах, в пределах города, да, который согласился, причем не скрывая своего голоса, он не просил менять его, поговорить смело и напрямую о проблемах. И он хотел тоже донести свою правду. И он, на самом деле, я благодарен ему за то, что он был до конца со мной честен, потому что он не то чтобы защищал себя и свой выбор, потому что он был, конечно, это всегда очень спорный здесь вопрос, многие по-разному к нему относятся, но он оказался очень удивительно, на самом деле, тонким и умным человеком. И, конечно, меня к себе расположил. В фильме, когда он появляется его голос, фигура майнера практически мифическая уже становится. Она как бы заполняет умы людей, их фантазии, мечты. Кто-то ненавидит, кто-то, может быть, мечтал бы, если бы это не было запрещено, но явно это была такая центральная фигура, такой герой времени, который не может не вызывать каких-то вопросов, это не может не вызывать спора вокруг этого. На одной зарплате, скажем, выжить очень трудно, а мы не хотим выживать, мы хотим жить. Рано или поздно это не вечное. Мы это прекрасно понимали. И поэтому мы бы хотели быстрее всех в нашей стране этим заняться и получить свое. Каждое утро я просыпался, там уведомление, да, посмотрел 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей я получаю каждое утро. Встаю уже в априори с отличнейшим настроением, потому что у меня в кармане как минимум 10 тысяч рублей. Подобно тому, как фигура майнера, герой нашего времени, «Сам край ночи» Андрея Натацинского – документ нашего времени. Это тонкая, вдумчивая и по-настоящему живописная работа, где каждый кадр по отдельности – талантливое и умное фото. А все вместе – фильм, где каждый, кто зимовал в Абхазии, может найти и узнать свои будни и чувства. И свою роль я отчасти вижу в том, чтобы приглашать художников, которые могли бы снимать, говорить об Абхазии не только изнутри, но и взгляд со стороны, мне кажется, нам очень нужен. Поэтому, когда я сама увидела, что происходит у нас тут с всплеском добычи криптовалюты, я всем своим друзьям, которые имеют отношение к кино, к документальному кино, всем друзьям предлагала приехать и снять фильм. Я сама кино не занимаюсь. И вот приехал Андрей. Я, естественно, ему сразу начала наговаривать, шептать на ухо, что Андрей, здесь такое происходит. И его это вдохновило, надо сказать. И таким образом
таким образом родился фильм. Потом, конечно, Андрею была дарована полностью абсолютная творческая свобода, и он уже снимал, как он видит, как он хочет. Но моя роль была в том, чтобы об Абхазии говорили. Именно со стороны, в том числе со стороны. Какую зиму подряд жители нашей страны оказываются перед моральным выбором, связанным с майнингом? Майнеров призывают жить по совести, в то время как сами майнеры хотят жить в первую очередь хорошо. И если честно, всех можно понять. Именно это и делает в «Крае ночи» Андрей Натацинский. Понимает каждого. И человек выживает как может. Просто это обостряет связи, которые казались незыблемыми ранее, да, то есть некоторое единство, которое было, как я могу судить, да, достигнуто в послевоенное время, оно не то чтобы было подставлено под вопрос. Понимаете, я когда вот так рассуждаю, не то чтобы я на это имею какое-то право моральное, да, со стороны. Я хочу сказать, что я здесь лишь путешественник, и в фильме я как тот, кто пришел, увидел и рассказал свое мнение. Я ни в коем случае не эксперт в майнинге, я не могу судить о внутренней политике страны, да, я могу художественным образом попробовать рассказать правду в том виде, в котором я ее увидел. Я думаю, что «Край ночи» в первую очередь это художественное высказывание. И оно, конечно, не претендует на универсальность. В одном фильме вообще сложно выразить и показать всю реальность со всех сторон, какая она есть. Это определенный взгляд, определенная призма. И я думаю, что она, конечно, имеет право на существование. Премьера «Края ночи» прошла в Москве на площадке ГЭС-2 в рамках фестиваля «Бит Фильм Фестиваль». В прошлом году фильм также был показан в онлайн-программе «Артдок Феста», а 11 апреля «Край ночи» презентовали на культурной площадке «Склад» в Сухуме. И мы к этому показу шли очень давно. Мы несколько раз откладывали по разным причинам. Казалось, что сейчас не лучшее время, чтобы показывать такой фильм об Абхазии, что мы можем задеть кого-то, что мы можем, возможно, вызвать не самую доброжелательную дискуссию. И, честно признаться, я волновалась. Но в итоге это, конечно, большая радость для меня, что единомышленников оказалось больше, чем я предполагала. Мне кажется, что фильм приняли, и что поняли главный посыл фильма это вера в человека. И на самом деле это не приговор, не обличение. Важно сказать, что в фильме использованы редкие архивные кадры Абхазии. Их режиссер получил из Российского госархива кинофотодокументов. Фильм создан при поддержке Мимезис Продакшн и пока недоступен для свободного просмотра. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. В нашем эфире продолжается цикл советского кино, посвященного 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на Абаза ТВ после выпуска новостей смотрите «Калину красную», советский полнометражный цветной драматический художественный фильм 1973 года режиссера и сценариста Василия Шукшина, снятый по его одноименной повести на киностудии «Мосфильм». Последняя режиссерская работа. На экраны Советского Союза кинокартина вышла 25 марта 1974 года. Фильм стал абсолютным лидером советского кинопроката 1974 года. С 25 по 27 апреля пройдет диктант Победы, который напишут в более чем 80 странах мира, сообщает Русский дом в Абхазии. Задания переведены на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, турецкий. Вопросы будут посвящены событиям Второй мировой войны и вкладу стран в Великую Победу. На официальном сайте можно ознакомиться с тренировочными заданиями, узнать больше о победе в разделе «Историческая память». Диктант будет проводиться в русских домах, школах и университетах, посольствах и генконсульствах России, а также впервые на базе партнерских русских домов и зарубежных приходов Русской Православной Церкви. Присоединиться можно и онлайн на сайте 25 апреля. О спорте. Со счетом 4-1 на стадионе «Динамо» в пользу столичной команды закончилась 15 апреля встреча футбольных клубов на Арт-Бзана в рамках
игр Апсны Суперлиги. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 16 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды. Ночью местами дождь разной интенсивности, туман, днем без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 3,8, днем 8,13, температура морской воды плюс 11. Волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 60-90%. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.